Уважаемые гости, уважаемые научные сотрудники нашего института, традиционно мы проводим сегодня презентацию книги, посвященной нашему великому земляку Брониславу Семеновичу Майнагашеву. Идея этой книги принадлежит Андрею Серафимовичу Осадчакову, который и являлся спонсором данной книги. Поэтому слово предоставляю Андрею Серафимовичу вам. Кандидат исторических наук, он сам историк. Можно себе, да? Спасибо вам. Конечно, 90 лет земляку и такому выдающемуся не должно было остаться незамеченным общественности нашего края, нашей Хакасии и так далее. А вообще однажды Владислав Михайлович в одном разговоре, а потом еще на выступлении как-то заметил, что нужно бы нам создать некую серию гордость Хакасии или замечательные люди Хакасии, чтобы можно было действительно создать некую библиотеку из тех людей, которые внесли огромный вклад в социально-экономическое, культурное и иное строительство развития региона. Потому что только на таких конкретных людях и конкретных делах, наверное, можно воспитывать, формировать настоящих патриотов, то, что нужно. Вот идея вот этой книжки, такой сборника была несколько, еще воспользовавшись поводом, что 90 лет исполняется 5 июля Бронислава Семеновича, была идея еще, чтобы здесь была прослежена его, как бы скажем, генетическое предназначение, которое было заложено его предками и родней. То есть не случайно здесь Степан Дмитриевич полностью, все, что опубликовано по нему есть. Есть фотографии по Степану Дмитриевичу. Редчайших фотографий мы не стали публиковать еще, потому что надо, видимо, оборот потихоньку вводить. И, соответственно, Валентина Евгеньевна здесь нашла свое место, Григорий Ильич Майнагашев. То есть это книга о Брониславе Семеновиче и о Майнагашевых, и какое-то счастье, их вклад в развитие нашей Хакасии, скажем, его. Поэтому я думаю, что она будет интересна. Но 500 экземпляров мы сделали. Прежде всего в расчете, что я просто рассчитал, что она в свободном продаже не будет, и нет необходимости такой. Хотелось бы, чтобы они находились во всех библиотеках. Во всех библиотеках школьные, 250 библиотек у нас в Хакасии школьные. Они будут через дней 10 получат все централизованно через Министерство образования. И наша библиотечная сеть, которая есть в республике, детские, республиканские районы, в общем, все библиотеки, которые есть, таким образом рассчитаны, они попадут в библиотеку. Книга должна работать, она должна служить. Конечно, здесь огромная работа, и притом, я бы сказал, просто я поражаюсь. Я Валерия Викторовича давно знаю, еще с молодости, даже по линии комсомола как-то еще были знакомы лет 30-40, наверное, назад. Как он, какую титаническую работу провел по поиску, так скажем, тех материалов, обработки их и подачи. Он обработал, подается очень легко, живо, читается интересом. Если начнете с первых строк и захватит книга, она просто... Это не хронология, не биография, а вот это штрих, портреты, сюжеты, используются разные приемы изложения и так далее. То есть, поэтому здесь я хотел бы поблагодарить Валерия Викторовича Полежаева, а сам еще удивлением обнаружил, когда в тексте когда к расстрелу приговаривали братьев Майнагашевых в 20 году в Минусинске, там сразу же в списке еще двое Полежаевых оказаться. Да, обратил на это внимание. Даже видите, как в жизни бывает. Поэтому огромное спасибо Валерию Викторовичу Полежаеву, человек, который согласился и с энтузиазмом работал, проявлял очень много творчества и беспокоился. Ну, уложились вроде, все нормально. Так что спасибо. Ну и первая часть специально была сделана, чтобы непосредственно все люди, которые работали последние годы с Брониславом Семеновичем, когда уже он отвлекся, начал работать на Хакасии напрямую,
и Владимир Николаевич Тыгашев, Владислав Михайлович Торосов, Галина Алексеевна Трошкина, Петр Иванович Воронин, те люди, которые непосредственно, постоянно общались в том первом послереволюционном правительстве Хакасии, которое еще трудилось еще на совесть, по-моему, и так далее. И поэтому я думал, что это было бы правильно, уместно, вот таким образом, чтобы и с этой стороны, с этой грани показать личность, неординарность Владислава Семеновича, потому что все мы, наверное, каждая работа с ним, волей-неволей на нас отложился его характер, и он нас немножко еще подшрифтовал потихоньку, подрихтовал немножко. Так что такая была задумка. Спасибо, пожалуйста. Вот Валерий Викторович, может быть, добавить, да? Да. Я благословляю как невеста сегодня. Эта книжка у меня 13-я, но первый раз я официально провожу, не я провожу, проводят, мне помогают проводить презентацию этой книги. Книга, у меня давно задумана книжка об известных знаменитых людях Хакасии, она пишется лет 12 уже постепенно. Майнагаш все был в памяти, и вот вдруг случай, 90 лет. Главное здесь, конечно, Андрей Серафимович, потому что он все это организовал, он повел. При написании книги он управлял автором, хорошие замечания делал. Оперативно, качественно сработали и типография, журналист. Буквально в неделю книга оказалась готова и сделана солидно, в твердом переплете, многоцветии, так как достоин юбиляр. Книга эта, писалась, составлялась в течение 2,5 месяцев где-то. Причем в последние недели особенно было напряженно, был цейтнот, был режим временной, потому что вот завтра Андрей Серафимович улетает в Москву на юбилей Бронислава Семеновича. Были сложности с книгой. Наверное, я человек суеверный, наверное, потому что она 13-я, потому что временные рамки. Это хорошее. Но торопясь, как говорят поговорка, торопись, поспешай, не спеша. Так что слово это такая тонкая вещь, что поверни ее чуть по-другому, и все пропадет, или наоборот все появится. Андрей Серафимович перед презентацией спросил меня: ты доволен этой книгой? Я говорю, сказал, что очень доволен, потому что план мой об известных людях Хакасии, Майнагашев был недоступен, и вдруг случилась сразу книжка. Недоволен я только тем, что там меня лично 30%, не больше. Ну, такие условия. Бронислав Семенович в Москве, мы здесь. Так что я думаю, правомерно Андрей Серафимович поступает, что вот эту книгу не в продажу, а именно на молодое поколение, чтобы она легла на полки библиотек, гимназий, школ, районов. Что могу сказать? Во время работы книги мне очень помог Григорий Ильич. Валентина Евгеньевна Майнагаша очень кропотливый, въедливый в положительном смысле человек, скрупулезный. Мы выверяли все до точки, до тире, до инициалов. Помогли очень встречи с Владимиром Николаевичем Штыгашем, Владиславом Михайловичем Торосовым, Петром Ивановичем Ворониным. Но Андрей Серафимович, я уже сказал, он всегда присутствовал при ходе этой книжки от и до. Так что я благодарен моим помощникам. Ну, доведется, может, Бронислав Семенович, мы увидимся, но я прошу Андрея Серафимовича присесть, чтобы он привез мне автограф от Бронислава Семеновича. Это для меня будет счастье. Спасибо. Надо, чтобы привык туда автограф. Я думаю, что мы сейчас слово предоставим тем людям, которые когда-то работали вместе с Брониславом Семеновичем. Галина Алексеевна, слово вам. Вы лично знаете семью, да, Бронислава Семеновича. Во-первых, я хотела всех ветеранов республики
сердечно поблагодарить Андрея Серафимовича Саченова и Валерия Полежаева за тот огромный труд, который они совершили за такой кратчайший срок по выпуску. И я пролистала сегодня, вот недавно, наверное, прекрасные книги. Потому что человек уже в возрасте, Бронислав Семенович, и когда выходит книга при жизни, оценивает его труд, оценивает его вклад, то это, вы знаете, дорогого стоит. Для всех людей, живущих, и для юбиляра в частности. Я очень благодарна судьбе, что в моей жизни были такие прекрасные люди, как Бронислав Семенович Майнагашев, как Леонид Романович Кызласов, как Василий Архипович Угужаков, как Михаил Еремеевич Киртичаков, у которых всю жизнь я училась, и с которыми я дружила, и с которыми мы постоянно общались. И я сегодня только понимаю о своем поступке, хорошем поступке, потому что оцениваешь себя не всегда хорошо. Вот, надо было то сделать, надо было то сделать, когда мне было 25 лет, когда мне было 40 лет, когда мне было 50 лет и так далее. И поэтому я говорю, что вот этот бюст, который находится перед вами, мы заказали, когда я работала начальником отдела культуры, это конец 70-х годов. Вот какой-то порыв был, чтобы заказать. А скульптор, вылепил скульптор его скульптуру Михалев, московский скульптор. И когда он шел к завершению, мы вместе с Леонидом Романовичем Кызласовым, его дочерью Ириной и Андреем Серафимовичем, тогда был юношей, совсем молодым, мы ходили в Москве в мастерскую и посмотрели, как получается вот эта скульптура. Нам важно было запечатлеть вот его внутреннее вот качество как человека. Ведь не каждый человек может достигнуть таких высот, что его внутреннюю силу, его независимость, его гордость, вот это, его внутренний вот этот полет и мужество, которое сегодня запечатлено в скульптуре. Скульпторы говорят, что лицо человека и скульптуру лепить нужно до 40 лет. С портрета или с человека, потому что дальше деформируются черты лица. А весь его характер, вся его душа вот, в молодом лице. И поэтому очень хорошо, что, когда я сказала Бронислав Семенович, вот я встречалась с ним в ноябре, в начале декабря прошлого года, это 15-го года, вот недавно. И когда я сказала, что скульптура его жива, и скульптура его хранится в музее, он даже удивился. Он говорит, да? А я думал, ну слепили там где, что, потому что у него такой красивый бас, но и посмеялись этому. Но когда разговор шел о том, чтобы в музее сделать какую-то выставку, какое-то мероприятие, но музей сегодня находится в тяжелом таком сложном состоянии по переселению и так далее, я думаю, все это в будущем. С Брониславом Семеновичем переговорили, что у него полная комната, вот зал, как мы называем жилой комнатой, полная комната, вот такие шкафы навесные и заполненные сувенирами со всех городов, где он бывал, со всех концов мира. И он говорит, я все это подарю, отдам в ваш краеведческий музей. Вот. И будет ли возможность у музея выделить какое-то помещение, чтобы были вот эти вещи? Я переговорила с директором музея, и он сказал, что с удовольствием, а Брониславу Семеновичу мы договорились, что он опись составит, вот, и где, вот какой сувенир он приобрел, может, какую-то краткую какую-то историю. Выглядит он прекрасно. Но я хочу сказать о том, что вот несколько моментов из знакомства и жизни Бронислава Семеновича
что, конечно, это легендарный человек. Вот из всех людей, которых я встречала за свою жизнь, а жизнь у меня уже длинная, такого человека, с такими качествами внутренними, с такой высочайшей культурой, вот встречается очень редко. Потому что вот у него, наверное, природные данные были очень богаты. Он много получил от родителей. Но плюс к этому такое величайшее трудолюбие, такая величайшая работа над собой была проделана Брониславом Семеновичем в течение жизни, что он стал легендой для народа, легендой для тех, особенно для молодежи, с которой надо брать пример. Он говорил, когда он учился в Ленинграде, он говорит, я чувствовал, что я не русский. И что отношение, может быть, это было не так, но я чувствовал вот отношение такое, что я где-то с окраины приехал. Непонятно какой национальности. И поэтому для того, чтобы мне получить 5, я должен знать материал на 6 и на 7. Вот тогда мне могут поставить на 5. Я Валерий Полежаев рассказывал, он так красиво все это описал. Вот. Он говорит, когда наступает вечер, парни уходят на танцы, парни уходят гулять, а я иду в библиотеку, я сажусь и работаю. Я работал так, а там столько нужно знать. Он однажды смехом мне рассказывал, какие глубины течения и так далее, для того, чтобы он судоводитель был. И поэтому, чтобы все это провести, это колоссальное знание вот, надо держать было в голове. И он стал таким учеником, которого выделяли и сразу поставили на такую должность, когда он помощником капитана был. И все вот пути, которые он прокладывал, расписывал, как, по какому, на какой широте, на какой долготе проходить должно судно, капитан никогда не проверял. Потому что он один раз посмотрел, вот, как он знает, какие знания, то есть глубочайшие знания. И он это передавал молодежи. Чтоб тебя уважали, надо, он говорил, что уважать себя. А чтобы уважать себя, надо быть прекрасным специалистом. Если ты этой специальности, ты должен все знать по этой специальности. И второе, я хочу сказать, вот эта черта, когда он говорил, что вот наши ребята, вот надо воспитывать и русских, и хакасских ребят, чтобы они знали меру во всем. Вот в питье, например, сидит за столом молодой человек, и он, не понимая и не зная, может напиться так, что теряет память, не может пройти, вот, и превращается непонятно в кого. И он говорит, сколько я лет прожил, какие условия бы не были, где бы я ни был, сколько бы, значит, напитков не стояло на столе, никогда, ни в каких условиях я не терял память, и никогда я при ходьбе не качнулся. Потому что я знал, если я сегодня могу 2 стопки выпить, я пью 2 стопки, а 3-ю меня хоть резать будут на куски, никто не заставит. Если я могу сегодня 5 выпить, я 5 пью. И так далее. То есть такие каноны в жизни были у Бронислава Семеновича, вот учиться и учиться нужно было ему. И вот когда он работал в постоянном представительстве, Лебедь всегда, когда он был председателем правительства, он всегда говорил, вот если я хочу узнать такого-то числа, в 15 часов, где я был и сколько я там провел, звоните Брониславу Семеновичу. У него был журнал, и он записывал все до минуты, до часа, где, кто, где, когда был. Все, кто приходил в постоянное представительство, он все о них писал, и затем он, значит, этим людям помогал. Или, например, вот такой пример, это я для молодежи говорю, вот, он знал все имена, все имена
девушек, которые, и женщин, которые сидели в приемных у больших руководителей города Москвы. Он звонит и говорит: Леночка, вот то-то, то-то, то-то. Леночка бегом все делает. Он знал дни рождения всех руководителей, с которыми он работал. И он, когда заходит в приемную, а у него голос командирский, низкий, красивый, и вот он заходит, и он здоровается, вот, иногда человек зайдет, как сидел человек, голову опустив, он даже не поднимет. Кто зашел там? Он заходит, все поднимают голову, все обращают внимание, секретарша сразу обращает внимание, и он всегда проходит к руководителю. Вот это талант, это его культура, это его глубочайшее знание, это уважение к людям, которые ценятся в обществе, коммунистическое ли, капиталистическое ли общество, и так далее, и так далее. И последнее, о чем хочу сказать. Он всегда был элегантен. Он всегда обращал внимание на свой внешний вид. И я удивилась, он говорит: никогда в жизни я не носил цветных рубашек. Никогда не носил вот ни цветочек, ни по цвету даже. У меня все рубашки или белые, или молочного цвета, вот профессиональные рубашки, вот кофейного, светло-кофейного у всех морских офицеров бывает, вот только такие. Он всегда ходил, вот, брюки отутюжены. Он в пиджаках ходил, редко в рубашках, ну, в летний период. И он покупал всегда за границей, или что, у него было множество блейзеров. Это пиджаки разного цвета. А цвета у пиджаков он допускал цвета. Бледно-зеленый у него был, синие, черные, светлые и так далее. К темным брюкам, когда тепло, он надевал светлый блейзер или так далее. Он всегда прекрасно выглядел. Это тоже очень важно. Вот, для каждого из нас. И очень важно было, наверное, для него, потому что его уважали. И у них такое братство. Я почему об этих вещах говорю? Потому что я была вхожа в их семью, они приезжали в нашу семью, то есть близко мы дружили. И вы знаете, у них такое братство бывших капитанов дальнего плавания, Северного морского пути, вот между собой. Это такие интересные люди. И чем выше должность человека, тем выше культура. И они уважают всех. Или она техничка, или он министр, или еще что-то. Ко всем относятся с уважением, ко всем относятся вот, ну, с почетом, с почтением, вот таким. Вот. И поэтому мы, Совет ветеранов, вышли, и Совет старейшин, Владислав Михайлович, тоже вышли вначале с предложением присвоить ему звание почетный гражданин Республики Хакасия. Но в этом году не присваивается это звание. Вот. И присваивается оно, конечно, ну, рассматривается всесторонне, вот, значимость этого человека. И когда говорят, и некоторые говорят: Бронислав Семенович, он достиг высот в морфлоте государства. Государственной должности страны он занимал. Главный инспектор страны был по мореплаванию, мореходству. Но с другой стороны, я хочу сказать, что в смысле, вот даже в газете, мне кажется, вот была статья позавчера о нем, Илье написал статью, и первое предложение, мне кажется, тоже может смутить некоторых товарищей. Он пишет, что Бронислав Семенович родом из Новосибирска. Вот это предложение, а родом из Новосибирска, в принципе, не всегда оценивается вот почетным званием. Почему? Потому что он родом из Хакасии. Он родился в Новосибирске. Это время было смуты, там родители его учились. А родом Майнагашевой из Казановки. Вот. То есть материалы надо глубоко журналистам тоже знать и правильно формулировать вот свои мысли, предложения, не вводить в заблуждение вот такими деталями.
Все остальное дальше в статье, конечно, усложненное немножечко, но есть статья в газете о нем. Правительство наградило его в связи с 90-летием медалью за трудовые заслуги перед Хакасией. Почему? Потому что он работал в постпредстве, он принимал участие в транспортировке и в проводке через Енисей и Северный морской путь тяжелые эти самые грузоподъемные вот эти вот турбины на Саяно-Шушенской ГЭС. То есть он всегда помогал Хакасии, где это можно. И поэтому сегодня я очень рада, что вышла книга о таком замечательном нашем земляке, что для нас это большая радость и большая радость для него. Так что я очень благодарна еще раз, Андрей Серафимович, вам, и благодарна я Валерию Полежаеву. Отчество я не буду говорить, он мне почти как сын. Вот. Молодец. И потом я хочу сказать, он такой талантливый журналист, я совсем мало говорила. Вот на такие, а он так расписал, что даже мне понравилось.